Добрый вечер. Это «Вопрос с пристрастием» и я, Татьяна Боричевская. Сегодня поговорим о, наверное, единственном положительном последствии мирового финансового кризиса. Как говорят многие руководители российских телеканалов, кризис положительно сказался на телесмотрении. То есть зрители, которые вынуждены были отказаться от походов по развлекательным заведениям, решили переждать кризис на диване и с пультом в руках. Такая ситуация устраивает всех, и телезрители их развлекают как могут, и телеканалы их смотрят. Что по этому поводу думает новый генеральный директор Комреспубликанского телевизионного канала Константин Бобров, сейчас узнаем. Для начала, как коллеги, которые порой старше вас называют просто Константин или Константин Валерьевич по батюшке? Я этому вообще значения не придаю. Кто как, можно ведь, есть такая фраза, можно называть на «ты», да, но обратиться уважительно. А можно обратиться на «вы» с именем, отчеством и нахамить. То есть я не смотрю, вообще не заморачиваюсь на эту тему. Главное, чтобы было взаимное уважение. Константин Бобров, 32 года. Родился в Сыктывкаре. В 2000-м закончил филологический факультет СГУ. Затем работал инспектором отдела воспитательной работы МВД по Коми. С 2001-го на телевидении. Работал корреспондентом и ведущим программ «Панорама Республики» и «Спортивный дневник». С 2003-го зам главного редактора Коминформа. В 2005-м возглавил пресс-службу главы и правительства региона. С августа этого года директор Комреспубликанского телеканала «Юрган». 2 года ведь на Комигор, да, довелось работать? 2 года, да. Да, этого немало. Вот есть, вот уже накопился такой телевизионный опыт работы, чтобы сейчас руководить телеканалом? Ну, технологию я знаю, телевизионную технологию я знаю, это самое главное. Вот, поэтому я не скажу, что прям все было прям в диковинку, в новинку. Конечно, с тех пор, как я не работал на Комигор, шагнули вперед технологии. Это да. То есть тогда мы работали на бетакамах, тогда было все аналоговым, да, был так называемый линейный монтаж. Вот сейчас все новое, но, во-первых, мне доводилось работать с этим оборудованием. Естественно, я по долгу службы во все эти процессы погружался. Поэтому сказать, что там что-то мало опыта, я так не могу сказать. А самому-то в кадр сейчас хочется? Нет, я на самом деле, во-первых, сейчас мне не до этого. И я понимаю прекрасно, что в ближайшие полгода мне будет не до этого. Надо все процессы устанавливать, так скажем. Но у меня есть задумки творческие, но связаны они не с телевидением, а с радио. Вот мне было бы интересно какой-нибудь радиопроект авторский запустить. Но я говорю, это не идет речь о ближайшей перспективе. А лезть в кадр, вы знаете, ну, у меня нет таких прям амбиций, чтобы там вещать что-то. У нас есть свои ребята, очень талантливые. Вот, у нас есть задумка привлечь новых экспертов, пока что в качестве гостей. Вот, у нас в республике есть кому рассказать с экранов телевизора. Ну, кто, например? Ну, давайте я не буду озвучивать. У нас есть целый список предполагаемых экспертов. Вот у меня составлен, я накидал карандашом. Вот, там достаточно много лиц. Просто пока процессы переговорные продолжаются, с некоторыми даже они еще не начались, с некоторыми идут. Вот просто некорректно. Я сейчас озвучу, а может быть человек не согласится. Ну, понятно. А в каком формате вот вы видите этих экспертов? Они как будут появляться? Формат я уже озвучил. Формат называется Talk and News. Это значит новости и обсуждения. Хотелось бы, конечно, более уже современный формат. Это Opinion Discussion News. То есть мнение, дискуссия. Новости, мнение, дискуссия. Но мы к нему объективно пока не готовы. Ток-шоу такое. Ну, ток-шоу – это один из форматов. Это один из форматов. Вот. Просто мы пока не готовы, и не надо здесь бежать впереди локомотива. Поэтому, конечно, стоит задача, чтобы делать эксклюзивные новости, но как еще привлечь зрителя к экранам? Только мнениями. Да? То есть не просто, условно говоря, некий чиновник там, принял какое-то решение, или куда-то там съездил, или провел совещание. А что это даст? Обсудить, что это даст жителям республики? Может быть, высказать некое критическое мнение. Здесь как такое бы тоже позволено на государственном телеканале. Но если мнение конструктивное, почему нет? А рейтинг канала каков? Проводились исследования? Сколько вот человек вас ежедневно смотрит? Рейтинг, сейчас как раз поступает предложение на новые исследования. Старые цифры я озвучивать не буду, они не актуальны. Вот, сейчас мне поступило не актуальны или стыдно? Нет, не актуальны. Но задача увеличить охват, несомненно, стоит. А вот в вас живет такой комплекс провинциального телевидения? Вы руководите провинциальным телевидением. Есть вообще такое вот понятие? Вы им оперируете? Да нет, комплекса нет. Я просто трезво смотрю на вещи. Можно... Вот я всю жизнь прожил в Сыктывкаре. Хотя, я не скрою, там был период после окончания... До поступления сначала в университет, а потом после окончания, когда я мог переехать в Москву. Вот. Более того, у меня были предложения. Я тогда взвесил все. Вот последнее предложение мне поступало 3 года назад. Я тогда все взвесил, подумал,
Ну, все-таки вот, когда я был молодой, хотелось уехать в Москву, да? А что, сейчас не молодой? Сейчас, 32, это еще не повод. Ну, одним словом, мне здесь работать комфортно. Здесь работать комфортно. Потом, что значит провинциальное телевидение? А что, в провинции не должно быть телевидения? Нужно делать хорошее телевидение, как в Москве, так и в Сыктывкаре, так и на Вуктыле. Между прочим, на Вуктыле недавно был, там отличная телевизионная студия. Мне очень понравилось. Вот. Не готов сказать, как они там вещают, да, и что они делают, рано еще. Но там замечательная студия. Почему не делать хорошее телевидение там для Вуктыла? Почему нет? Поэтому комплекса нет. Конечно, я сам вижу, что есть недостатки в эфире. Разумеется. Но, значит, эти недостатки нужно исправлять. Да. А вот к 2015 году Россия по плану должна перейти на цифровое телевещание. Что будет с региональными каналами? Там ведь не очень положительную судьбу, да, прочат? Нет, там как раз-таки мы сейчас над этим плотно работаем. Не далее, как на этой неделе мы на эту тему встречаемся. Вот. Я не вправе сейчас озвучивать пилотный проект, но уже существует пилотный проект по цифровому вещанию на один из городов республики. Вот. И задача стоит такая, чтобы мы вошли в цифровое вещание. Чтобы у нас пакет, было... да? В мультиплекс. Да, мультиплекс, совершенно верно. Мультиплекс – пакет каналов, вещающих на одной частоте. Самый больной вопрос для региональных телеканалов сегодня – будут ли они присутствовать хотя бы в одном из 3 запланированных мультиплексов. В первом мультиплексе места им не будет, это уже точно. Второй мультиплекс собираются отдать федеральным сетям. В Министерстве связи страны говорят, что для региональных вещателей создадут 3-й мультиплекс. Но пока это только планы, да и частот подходящих в России еще нет. Чтобы мы вошли. Такая задача стоит. Получится, нет, не знаю, по одной причине пока не знаю. Потому что там еще, в Москве, постоянно меняются условия. То есть они тоже думают, как удобнее, как правильнее это сделать. Но задача стоит, и я говорю, не далее, как на этой неделе, мы на эту тему собираемся с нашей технической службой как раз по этому пилотному проекту. То есть работа идет. Да, и сейчас работа повышать качество телевидения, повышать качество работы и запускать новые проекты. Вот один из таких позиций главы, да, реанимированный, можно сказать. Да. Уже с 2002 года представляется программа, в которой ведущий и глава обсуждают какие-то насущные проблемы. В том или ином формате. Не устарел формат? Формат-то не устарел сам по себе? Здесь надо работать, на мой взгляд, не по формату, а по технологии. Именно по технологии, потому что формат, он останется таким, вот какой он есть. То есть это глава, которая отвечает на вопросы жителей республики и на вопросы ведущего. Да? И здесь нужно технологически продумать, какие сделать примочки, да, какие сделать, может быть, сюжеты в эту программу, если они понадобятся. Как разбавить, да? Да. То есть чем как поработать с вопросами. Да? Форматы пробовались разные абсолютно. Вот вспоминал про Михаила Львовича Герцма, да? Он раскрывал предыдущего главу как интервьюер, то есть как человека. Да? Был формат, когда исключительно строилась программа на вопросах жителей республики. Все равно будет одно, будет ведущий. Ведущий будет глава. Глава в кадре, который отвечает на что-то. Вот. И вопрос, на мой взгляд, здесь исключительно в технологиях. Как сделать так, чтобы действительно были интересные вопросы, чтобы они поступали, потому что ведь бывает ситуация, когда вопросы не поступают. Что, у главы спросить нечего? Вот. Опять же, у главы всегда есть что спросить. Значит, что-то неправильно в технологии. Вот. Поэтому для меня это вопрос, а какой может быть еще формат? Глава в присядку не станцует. Здесь как бы не надо тешить себя иллюзиями. Нет, надо менять исключительно технологию, чтобы были вопросы, да, и были интересные ответы. Эта программа не монополизирует право на главу. Да? Можно делать репортажи, можно предлагать другие проекты. Если, допустим, наши уважаемые конкуренты там выйдут с предложением на пресс-службу главы, я думаю, тоже будут рассмотрены варианты. Это не монополия на главу. Просто здесь вот выбран такой формат. Поэтому, да, и поездки, и все. Как я говорю, президент была и прямая линия, и ежегодная пресс-конференция, если вы помните, да, и разные варианты. Да, разные варианты. Поэтому, на мой взгляд, формат такой необходим. Много таких злопыхателей, которые, анализируя вашу карьеру, карьерный рост, говорят, что на телевидение вы попали, потому что вы сын Надежды Бобровой, а в пресс-службу, потому что вы одноклассник младшей дочери Торлопова. Я же не буду считать число злопыхателей. Понимаете? Есть такие? Наверное, есть. Наверное, есть. Да есть, конечно. Так я читаю тоже интернет и все, и комментарии. И как вы относитесь к мнению таких людей? Спокойно отношусь. Вы понимаете, и у каждого из нас, и у вас, наверное, и у меня есть какие-то жизненные установки, да? Допустим, если я считаю, что человек, например, не соответствует занимаемой должности, да будь этот человек хоть 7 пядей во лбу, меня он не убедит. Также здесь, кого я буду убеждать? Как происходил мой карьерный рост?
Ну, это бессмысленно. На мой взгляд, нужно работать. Просто работать. Как говорят, да, вот по блату-то взять кого-то можно на то или иное место, да? Но если этот человек будет пустым местом и не будет себя проявлять, от него избавляются. Да? Поэтому, ну, у меня ведь мама была в такой же точной ситуации. Мой дедушка был главным редактором газеты «Югыттуй», сейчас она называется «Комиму», и был достаточно известным журналистом. Она тоже через все это прошла. Это проходит со временем. Это просто проходит со временем. И вот последний вопрос. Первое впечатление от нового места работы, и волосы дыбом не встали. Вот объем работы, он ведь увеличился во много раз, и сфера поменялась. Нужно просто к этому философски относиться. Конечно, объем огромный, большой коллектив. Многое во что предстоит, не предстоит, а уже, я так говорю, много во что уже пришлось окунуться, что называется. Но если относиться к работе вот волосы дыбом и все, и, ну, может тогда и не приступать к работе, потому что это заведомо проигрышный вариант. Нужно спокойно разбираться, анализировать. Процесс анализа, он ведь тоже закончится. Он тоже закончится, там пройдет определенное время, я и сам этого не замечу, уже все будет в текущем режиме. Поэтому, что бояться-то? Бояться не надо? Работать надо. Да. Спасибо, что пришли, не будем больше отвлекать от текущей работы. Да, отвлекайте. Если будет такая возможность, с удовольствием приду. Через полгода, когда вот закончится период адаптации? Могу и раньше. Кое-какие решения уже будут готовы пораньше.